Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І, як звычайна, наш стрым са студыі можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Пісьменнік Саша Філіпенка прывёз у Мінск свой новы раман «Вяртанне ў Астрог». Кніга, як і папярэднія яго раманы, заснаваная на рэальных падзеях. І падзеі гэтыя такія, што чарговы раз пачынаеш сумнявацца, ці не з'ехаў гэты свет канчаткова з глузду. Дзе Саша Філіпенка знаходзіць тэмы для сваіх раманаў, ці не стаміўся аўтар ад жахлівых гісторый, якія потым у іх апісвае, мы сёння і пагаворым з нашым госцем у студыі, а гэта, вы не паверыце, сам Саша Філіпенка. Прывітанне, Саша. Прывітанне, добрый дзень. Я, можа быць, пачну з такога, ну-ка, разабрацца, як звяртацца. Я да чаго? Саша Філіпенка, так. А ўжо ж как бы узрост, статус, там перакладныя раманы. Я памятаю, калі такі гучны феерычны поспех займела першая кніга Горвата. Вот, і ён тады сказаў, ну, уже ж вот, як же ж можна цяпер Андрусік там, вот, уже як мінімум Андрей, а то і Андрей Иванович, так можа уже там Александр. Он это серьезно сказал? Ну... Нет, во-первых, нужно понимать, что мы все ошибаемся, когда думаем, что Саша — это производная от Александра. Совершенно разные имена. Если вы поинтересуетесь, то поймете, что для нас, для всех это большое открытие будет. Во-вторых, то есть в этом смысле можно считать Сашей это псевдоним. А потом я так привык к этому, что, в общем, нет, мне не кажется, что нужно был Саша черный, прекрасный и как-то справлялся с этим. Я пока... Мне не кажется, что это некая уменьшительно-ласкательная Саша, и Саша в Германии это другое имя, и оно есть на обложках. Ну, нужно понимать, что Саша и Александр — это просто разные имена, и все, и по этому поводу не переживать. Добра, з гэтым разабраліся. Яшчэ адзін нюанс. Уже ж прайшло з апошняга вашего візіта да нас у рэдакцыю фактычна год. З таго часу яшчэ больш раманаў было перакладзена на іншыя мовы. Я нават ведаю, што і вот гэты зараз раман «Вяртанне ў Астрог» таксама ўжо перакладаецца, да? Сейчас проданы права. Прошло... Вот это всегда говорят, что я редко бываю. На самом деле я был в этой студии летом. Я был здесь 4 месяца назад, так что не так много времени прошло. Роман, да, сейчас проданы на него права во Франции и в Германии. Они были проданы на стадии замыслов. Только когда я рассказал своим издателям, о чем я собираюсь писать, они сказали: класс, хорошо, мы хотели бы это тоже публиковать. Ну, я да чаго это прыгадаў, таму што я памятаю, калі мы тут сустрэліся летам перад студіяй. Саша такі весёлы, там раш, то там за панібрата з усімі. Зараз прыйшоў такі салідны мужчына, рукі склаў. І памятаеш, як вот у фільме «Залаты целёнак», калі уже разбагацеўшы Астап Бендер сустрэў на вакзале Шуру Балаганова, и Шура прочнулся и таки: «Забурел, командор, забурел!» Так вот, Саша Филипенко забурел? Нет, мне кажется, все ровным счетом наоборот. Я становлюсь все беднее и беднее. Переводы все больше и больше, кажется, все лучше и лучше, но у меня нет ощущения, что я забурел. Нет, ничего не изменилось, и таким веселым вы меня увидите сегодня, завтра и всегда. Просто разные. Я не считаю, что писатель должен... Есть какое-то такое ощущение, что писатель, он обязательно должен быть серьезным, чтобы изображать, что он серьезный писатель. Он должен ходить с такой грустной миной и постоянно бухчать и что-нибудь говорить очень, как ему кажется, умно. Есть же твои книжки, их все читают, и по ним все могут сделать вывод, там, как ты пишешь, и зачем дальше производить, ну, вот нести такую позу и фигуру писателя и дальше. Мне кажется, что можно улыбаться, веселиться, это никак одно другому не мешает. Хопіць таго, што вельмі сур'ёзныя раманы, вельмі сур'ёзныя тэмы падымаюцца ўжо. Гэтага сур'ёзнасці дастаткова там. Да, ну, я не знаю, прям вот нужно Я только проснулся, я приехал поздно ночью сегодня в Минск, и я прям... Если надо сразу стать серьезным, я могу, я умею. Не-не-не, я до того, что вот, маўляў, хопіць там сур'ёзнасці, а тут по жыцці можно уже и как бы веселейшим быть. Но она же, жизнь очень разная, это же все вместе, и потом у меня в книгах есть и веселые моменты, есть книги, просто как-то все чередуется, как
условно, как и есть в жизни, у нас есть что-то веселое, что-то невеселое, что-то совсем грустное, что-то, что нам нужно срочно изменить, что-то, о чем нужно трубить и быть таким алармистом, а что-то, от чего, наоборот, надо отдалиться и посмотреть со стороны, и посмотреть, что будет спустя 5-10 лет. Поэтому, мне кажется, все допустимо. Саша, а вот скажи мне, наколькі ўвогуле такое вот пытанне оно мае месца быць, ну мне просто цікава. Ты сам з Мінску, так. Мінчанин, з Беларусі, так. Живеш давно у Москве. Нет. Не? Нет, я не живу в Москве. Я в Москве бываю, я живу Простите, я вас перебил, я дослушаю, а потом отвечу. Но я не живу в Москве. Ну, в России. Сейчас все меньше. В этом году мне сложно сказать вообще, где я живу, потому что в этом году я провел 3 месяца в Швейцарии, 1 месяц во Франции, потому что мои издатели, мой немецкий издатель в Цюрихе, а мой французский издатель в Женеве, поэтому я очень много времени, я был там в резиденции. Я провел 3 месяца здесь в Минске, 2 приездами, и все остальное время я провел в поезде между Петербургом и Москвой, потому что много работы в Москве, а семья в Петербурге. И в этом смысле мне очень сложно сейчас ответить на вопрос, где я живу. Вот прям. И этот год у меня будет уже сейчас понятно, что в этом году у меня будет физически больше Германии, чем какой-либо другой страны. Ну вот, неяк нават і не ведаеце задаваць далей пытанне. Я хацеў спытацца, ўсё ж таки, вот вы, можна назваць вас беларускім пісьменнікам ці не, але вот ці расійскі, паколькі больш часу ў Расіі і тэмы тыя, што адбываліся ў Расіі, так больш адлюстроўваюцца ў кнігах. А зараз вот так нават і думаю, вот, ці можа усяго свету пісьменнік. Так ровно и есть. Я болею за Миланский Интер 7 лет, и я не очень понимаю... То есть я, очевидно, белорусский, русскоязычный писатель. Волнует ли меня этот вопрос, как меня называют и кем меня считают русским писателем, или там, меня этот вопрос волнует все меньше и меньше. Сейчас там последняя книжка переведена на 10 языков, и немцам, которые читают ее, или, в общем-то, все равно они знают, что этот роман написан на русском языке в оригинале. Дальше они его сейчас читают на немецком языке, эту книгу. Эта история, как мне кажется, как мы видим по количеству переводов, она близка и нам, потому что это наша история, близка и немцам, и хорватам, и полякам, и кому угодно. Я, безусловно, ощущаю себя парнем из Минска, который уехал отсюда и отправился просто в долгое путешествие, и у меня не разорвались, мне кажется, к счастью, какие-то связи. Там чего-то я потерял, когда писал «Бывшего сына», у меня было это ощущение, что-то я приобрел от этого путешествия. Мне не кажется, что для того, чтобы быть белорусским писателем, нужно сидеть в Минске безвылазно и на каждую презентацию своей книги обязательно вылетать из Минска, аэропорта Минска, и возвращаться в него, и вот быть прям все время здесь. Когда я об этом говорил сейчас в интервью Village, по-моему, когда Александр Глеб играл за Барселону или за Штутгарт, у вас же не было ощущения, что это не белорусский футболист. И в этом смысле, мне кажется, что не нужно белорусским писателям обязательно быть физически здесь. Наоборот, нужно путешествовать всем и много. И я сейчас не очень представляю себе свою жизнь, находясь в одном месте, при том, что я очень люблю находиться в каком-то одном месте. Я такой тяжело подвижный человек, мне нравится сидеть на одной точке, но при этом как-то сейчас вот так сложилась моя жизнь, что я очень много путешествую, у меня очень много разных проектов, безотносительно... Ну и потом «Красный крест», который переведен на столько языков, он не был бы написан, потому что документы я нашел в архивах Швейцарии вместе с Костей Богуславским. Меня не пустили в архивы в России, и мне пришлось поехать в Швейцарию для того, чтобы найти эти документы. Сейчас книга, над которой я работаю, документы, я ищу в Москве. Острог, в основе Острога лежит история, которая лежала, с одной стороны, случилась в Германии, а с другой стороны, случилась на севере России. Поэтому мне кажется, что мир сейчас такой маленький и... Ну, в общем, очень долго отвечаю на ваш вопрос, я не знаю. Я просто до того, что вот атрымае Саша Філіпенка нарэшце Нобелевскую прэмію. І будзе як с Алексіевич, калі пачаліся спрэчкі, якая ж, чый же яна ўсё ж таки пісьменнік, беларускі, бо жыве ў Мінску, украінскі, бо мае там карані украінскія, ці расійскі, таму што піша па-руску там і гэтак далей. А вот пачнуцца наконт Сашу пачнуць дзяліць. Ну і хто перацяне
коўдру на Не сябе. знаю, слушайте, у меня фамилия Филипенко, у меня бабушка из Украины, одна бабушка, дедушка, ее муж из Могилевщины. Моя мама по бабушкиной линии, там есть татары и люди, прадедушка из Серпухова, из России. То есть есть вообще весь набор. Мы жили во дворе Академии наук, которые я описываю вместе с дядей Игорем. Игорь Юрьевич скорее не здесь был, но для меня он дядя Игорь. И мы дружим в 5 поколениях. Мы жили во дворе, где все евреи, и не все евреи, но было много евреев, и нас звонили, бабушку поздравляли с какими-то еврейскими праздниками. Она говорила, мы не евреи, и мы татары. Для меня это была главная травма в детстве. Я очень хотел быть евреем, потому что все почти ребята во дворе были евреи, и посмотрели «Фантомаса». Я не посмотрел ни «Фантомаса», не был евреем. У меня было 2 травмы, и мне очень хотелось. Я не мог ничего с собой поделать. Поэтому в этом... Треба было, памятаете, як в этом жарт таки, в вашем роду были евреи? Говорит, нет, я перший. Вот, да, и поэтому это ровно так. В общем, я не знаю, зачем нужно делить это. Наоборот, мне кажется, здорово, когда в тебе все это есть, когда в тебе столько всего разного и прекрасного. И я не очень понимаю людей, которые делят и решают, какой писатель Светлана Алексеевича. Какая разница, какой писатель Светлана? Ну, то есть, наверное, для кого-то это важно. Она там по каким-то формальным признакам не проходит, наверное, под премию Гидройца. Ну, вот в этом смысле. Но... Мне кажется, что главный эффект то, что Светлана Алексеевич стала локомотивом для белорусской литературы последних лет. И большой интерес вызвало именно творчество Светланы Алексеевич к белорусской литературе. Нравится это кому-то или не нравится? Мы говорим о большом интересе. То есть я видел людей, которые твердо убеждены, что только они спасают белорусскую литературу, и она держится на них. Но мне кажется, что это не совсем так. Ну и потом, если честно, это не те вопросы, которые меня там прямо... действительно занимают, потому что это, ну, там, вообще несуществующий для меня вопрос. Это совсем не интересно. Давайте зробім зараз такі невялічкі анонс. Саша сёння будзе ладзіць такую сваю сустрэчу з чытачом, прэзентацыю сваёй новай кнігі «Вяртанне ў астрог» о 19 гадзіне у галерэі у Кароткая. Калі ласка, прыходзьце, таму што от... Учора была прэзентацыя Сашы на кніжнай выставе, але ён прыехаў у Мінск толькі сёння. Таму меня не было, к сожалению. прэзентавалі, як у нас тут любяць у Беларусі судзіць без падсуднага, так і прэзентавалі кнігу Сашы без яго. Тым не менш, на Белэкспо поедете? Я не знаю, поеду ли. Я должен был быть там действительно вчера, но у меня не получилось, потому что вчера я в Москве выступал по другую сторону баррикад. Я брал интервью Демьяна Кудрявцева для канала RTVI, где я сейчас работаю, и это вот раз в неделю я беру интервью. И так сложилось, что мы не смогли перенести. Я пытался приехать пораньше, но у меня совсем не получилось. И это там я стал заложником обстоятельств. Не получилось приехать. Может быть, я появлюсь там завтра. Я не знаю, если они перенесут встречу. И не знаю, если... Мне кажется, что сегодня все придут в галерею УУ. Это какой-то будет хороший вечер. Мне кажется, что должно быть много народа. И как-то мы давно не виделись с читателями. Я очень жду этой встречи. Если будет необходимость завтра мне еще появиться на выставке, то я с удовольствием съезжу в шляпу. В шляпу. Да, вот, а мне до пачатку нашего эфира говорил, ай, что там рабіць, там все одно навряд ці хто будзе. Ну, я так и думаю, что там просто никого не будет после сегодняшней встречи. Там, чего там делать? Там будут какие-то случайные, наверное, читатели, которые я просто не очень люблю этот формат выступления на стенде. Я не знаю, если там есть какое-то время, которое отведут под выступление где-то на сцене, где можно действительно поговорить с читателями, то да. А ехать ради того, чтобы появиться на стенде, я не вижу просто в этом смысла. У меня есть много других интересных дел, которые я лучше по Минску погуляю. Логично. Тым не менш, давайте нарэшце, тут нам пишут уже, расскажите про книгу. Таму сапраўды, Саша, давайте вот про новую книгу. Все ж таки яна уже вышла. Так. Я бачу, уже нават были такие, можно было и послухать, и почитать частково яе. Да.
значит, можно уже про яе гаварыць, там не Конечно, спойлерыць, а конечно. гаварыць. Да, Пра што кніга? Я могу и спойлерить. Я не считаю, что если ты рассказываешь, если ты прям какие-то спойлеры выкладываешь, что ее не нужно читать, все равно ее нужно читать, потому что это... Хотя она прикидывается детективом, и мне хотелось... Я продолжаю... Мне очень интересно с формой разные штуки делать. Вот «Травля» была написана в форме сонаты, потом какой-то документальный роман я написал, и следующий, я думаю, что будет тоже. А сейчас мне было интересно написать детектив. Ну, во всяком случае, роман, который прикидывается детективом. Это довольно печальная история, которую я узнал несколько лет назад, когда я работал над «Красным крестом». Она пришла ко мне от 3 разных журналистов в каких-то беседах. Все рассказывали, а ты знаешь, случилось то-то и то-то. Я подумал, ого, класс. И начал заниматься этой историей, начал собирать интервью для этой истории, начал разговаривать с ребятами разными, со следователями, в общем, из разных концов собирать ее. Это такая история про добро и про последствия добра, потому что, знаете, сейчас популярно заниматься благотворительностью очень. Все хвастаются, что перевели куда-то деньги или кому-то помогли. Но в этом смысле стоит большая проблема в том, что мы не научились делать добро правильно. Мы знаем, мы вот переводим деньги один раз в год кому-то, а нужно любому фонду важнее, чтобы вы переводили лучше сумму меньше, но 12 раз, потому что им нужно понимать, что деньги будут приходить постоянно. Я начал думать про добро и последствия добра, с одной стороны, а с другой стороны, там у меня в жизни случились какие-то обстоятельства, которые меня сильно выбили из седла, и я оказался в ситуации, когда я не могу себе никак помочь сам. И мне вот захотелось понять, как нужно действовать человеку, который оказывается в ситуации, когда он сам никак не может себе помочь. Это история про ребят и про людей, которые не могут себе помочь, которые как-то начинают это взаимодействовать. Фабула романа в том, что это действительно реальная история. Один очень богатый человек в России однажды решил сделать доброе дело, собрал много детей в провинции, в далекой, и решил свозить их на море и показать им море, и все были абсолютно счастливы, потому что какая-то невероятная инициатива. И вот вывезли 150 детей и показали им море, и все были абсолютно счастливы, они провели лето там. А спустя полгода среди этих детей, в группе этих детей, которые 150 человек, началась череда самоубийств. Это такая завязка, роман, да, мы не будем сейчас рассказывать. И, в общем, роман про то, как следователь приезжает в этот маленький провинциальный городок и пытается понять, что же происходит. И понятно, что там много причин, и он, оказывается, и Острог, мы понимаем, что это тюрьма, и они в какой-то находятся в тюрьме, и он находится в тюрьме в своей личной всей. И это какой-то большой разговор про Россию, потому что есть несколько серьезных тем, которые меня очень волнуют, и я в этом смысле алармист, потому что, с одной стороны, алармист, когда я занимаюсь журналистикой, там, когда я работал на «Дожде», я не был журналистом в том смысле, что я, как ребята, которые в нашу программу с Лобковым снимали сюжеты, они выезжали на места, в колонии, где происходят пытки, что-то, и действительно делали сюжеты про это. Я был только говорящей обезьяной перед суфлером, который подводился между сюжетами. И в этом смысле я считаю, что очень важно в России снимать про это сюжеты, потому что не разбираются с проблемой как таковой, не наказывают какую-то верхушку, но при этом пытки, как только выходит сюжет, в этой отдельно взятой колонии останавливаются. И вы понимаете, что вы просто алармистским способом, ребята, которые снимают эти сюжеты, спасают этих ребят, которые находятся в этот момент в колонии. Дальше происходит уже какой-то другой этап работы. Там, в «Остроге» поднята тема того, что в России по-прежнему есть принудительная медицина по отношению к детям в детских домах. Им по-прежнему дают аминозин. Я очень рад, что у меня получилось увести эту тему на второй план книги. Она вроде бы там в проброс, хотя является там какой-то важной темой, потому что ровно в нашей жизни сейчас эта тема стоит где-то, есть, да, кому-то там дают аминозин. Между тем, в России по-прежнему есть карательная медицина, и мне кажется, очень важно об этом говорить, и очень важно об этом написать в книжке. У меня сейчас Сапрыкин в интервью, мы где-то были вместе, он говорит, а что же вы не напишите про эту статью в «Медузу», да, или там еще куда-нибудь? Потому что мы понимаем, что сейчас новость живет в Фейсбуке один день, и в конце она умирает, на следующий день ее там кто-то про нее вспоминает, кто-то нет, кто-то начинает. А когда ты пишешь книжку,
эта тема как-то все равно постоянно поднимается, к ней возвращаются, и там, условно, там Красный Крест, и тема документов, и всего подряд, чего я там поднимаю, с каждым новым переводом она возвращается в Беларусь, в Россию, потому что опять вспоминают про то, что вот есть такая книжка, она про то-то. И в этом смысле есть какая-то несколько проблем, которые меня сейчас очень тревожат, и я хочу, чтобы мы об этих проблемах всех поговорили. Саша, вот, до речі, все ж таки, ты кажаш, вот у России мне вельмі важна, каб у России гэтага не было, але мы недалёка адна ад другой краіны. Вот як ты думаешь, такая ж вот ситуацыя можа, ну, чисто тэарэтычна, з улікам таго, што я фактычна перакананы, што вот это вот прымусовая, ці там, як яе правильно называць, психіатрыя, лечэнне, яна ёсць і у нас. Вполне возможно. Я не могу сказать 100% или не 100%, просто я сейчас был, там, в силу того, как я жил последние там, несколько лет, я был далек от того, что происходило в этом смысле. Я часто здесь бываю, но я не знаю, как работают журналисты здесь, в Беларуси. Я читаю новости все там, да, какие-то, которые проходят у меня в Фейсбуке, хотя там, в последнее время, 2 года я сидел в архивах, и сейчас опять сижу в архивах. И там, несмотря на то, что кажется, что я веду довольно активную социальную жизнь в Фейсбуке где-то, там часто, во-первых, это делают за меня, выкладывая какие-то фоточки, а часто это, там, ну, нужно для продвижения книг, но это не значит, что я действительно там как-то медиа социально активен. Я не знаю, есть ли этим нужно заняться. Я уверен, что наверняка есть люди, которые занимаются правооборончей, господи, я уже забыл сейчас здесь, здесь по-русски, как про общественной деятельностью, которые знают, есть ли это в Беларуси или нет. Там «Весна» та же наверняка этим занимается, это скорее вопрос к ним. И так сложилось, что сюжет, который я описываю, он произошел в России. И было бы странно искусственно для того, чтобы там... Я понимаю, к чему ваш вопрос, да, условно там искусственно перенести эти события, которые случились в России, в Беларусь для того, чтобы показать... Пытанне маё было про тое, што чыста тэарэтычна такая ж гісторыя могла здарыцца і ў Беларусі. Где угодно. Такая история могла сложиться и... Ну, то есть она не может сложиться сейчас в Европе, потому что в Европе аминозин запрещен. Я не знаю, нам нужно посмотреть, разрешен ли аминозин в Беларуси, используют ли его, и вообще, насколько там... Я не знаю цифр про Беларусь сейчас. Я знаю, что там цифра про Россию, которую я привожу в книжке. В России каждый день в детские дома возвращают 13 детей. Каждый день в России мы сегодня будем сидеть, и вечером, ну, в среднем, понятно, что когда-то больше, когда-то меньше, понятно, что другие размеры страны, да, но вот 13 детей вернут в детские дома. Если эти дети будут себя плохо вести, выпьют вино, при том, что с некоторыми воспитателями, с одним, у вас там есть 2 воспитателя, с одним воспитателем вы пьете вино, а другой воспитатель вас за это наказывает. Если вы выпьете вино, если вы нахамите кому-то в школе, они ходят в школы общие с кем-то, вас отправят в лечебницу на месяц и будут месяц давать аминозин. При том, что это гиперактивные дети, которым, напротив, нельзя ни в коем случае давать аминозин, им нужно давать ровно другие лекарства, которые действуют иначе. Я разговаривал для интервью с большим количеством ребят, которые сейчас уже в приемных семьях, и только после этого они готовы начинать говорить, потому что когда ты приезжаешь в детский дом, все говорят: да, у нас все хорошо, спасибо, мы пошли гулять. А ребята, которых усыновили, они готовы начинать через какое-то время рассказывать. Я, например, разговаривал с парнем, которому 16 лет, он год пролежал под аминозином. Год своей жизни. Я разговаривал с 14-летним красавчиком, абсолютным, такой, не знаю, если бы в итальянских фильмах показывали какого-то самого красивого ребенка, он бы вот выглядел так. Этот парень вышел из детского дома, сейчас его забрали, он живет в прекрасной московской семье, и когда я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь, он на полном серьезе, без всего. Он говорит: я хочу вырасти и убить всех врачей. Это нам нужно об этом говорить. Это происходит прямо сейчас и здесь. И в этом смысле я не думаю, что раз я белорусский писатель, и ко мне пришла эта тема, и я узнал, и я ее раскопал, мне нужно остановиться и подумать: нет, я вот сейчас не буду про это писать, а я твердо убежден, что если мы будем говорить об этой теме и здесь, и сегодня вечером, и этот вопрос поднимется, и мы начнем узнавать: ага, окей, хорошо, в России так, а как у нас здесь в Минске? У нас это происходит ровно то, что вы сейчас спросили. И это самый главный эффект. Я в этом сейчас твердо убежден, что в литературе... То есть каждый автор сам для себя решает, чего важно в литературе, но мне кажется, что очень важна и социальная нагрузка тоже. Мне кажется, что мы должны... Я, во всяком случае, чувствую, что мне хочется, кроме того, что написать роман и решить какие-то свои художественные задачи, все-таки повлиять на то, чтобы этот вопрос был поднят там еще раз.
Вот гэта адно з пытанняў, якое я вынесу наш анонс. Ці можна вот гэты часам жахлівы свет, які вакол нас, сучасная літаратура змяніць да лепшага? Слушайте, это так, ну, для меня я вообще думаю, что литература ничего не может изменить. Это все сизифов труд. Это все... Но это не отменяет того, что это нужно делать. Это какие-то... Я там много говорю об этом. Это частички витража. Вот я напишу книгу об этом. Кто-то напишет после этого про это расследование. Кто-то дойдет до министра и расскажет: слушайте, я посмотрел вот это и вот это. Там я продам права на экранизацию, про это снимут фильм. И это все равно какой-то пресс, который работает и который медленно что-то хочется верить, что меняет. Просто там пример для меня, травматичный пример Солженицына и Шаламова, которые были опубликованы в Советском Союзе многомиллионными тиражами. Мы понимаем, что сейчас мы возвращаемся. Понятно, что времена там в разы более вегетарианские, чем то, что было, да, но то, что происходит сейчас, не соответствует нашим вегетарианским временам. Все равно происходят какие-то ужасающие вещи, которые совершенно недопустимы, и мы должны об этом говорить, и мы должны об этом много говорить, как мне кажется. Пытанне ад нашага гледача. Мне падаецца, што мы на гэта пытанне ўжо адказалі, но калі вы захочаце, так і ласка. Навошта беларусу ведаць пра што думае сучасная маладая Расія? Я думаю, что каждому белорусу, я тут сразу столько обобщений, сучасная молодая Россия, я так понимаю, что это вырвано из... Светлана Алексеевич написала про меня, что если вы хотите знать, о чем думает молодая Россия, читайте Филипенко. Это какая-то просто... фраза, да. Я тоже какому какому-то белорусу неинтересно, что думает Россия, какому-то белорусу интересно, что думает. Я всегда супер против обобщений, поэтому и у меня нет ответа на этот вопрос. Если кому-то интересно... Ну, тем более, мы зараз сказали про то, что описывается у ваших книгах, что отбылося в России, яно цалкам, магчыма, отбывается и у Беларуси. Нет, во-первых, «Бывший сын» — книга о Беларуси. «Красный крест», события происходят в Минске, там описаны куропаты, и, как обычно, все опять повторяется, и предсказанное в книге, и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом я просто не понимаю, зачем автору сидеть и писать какие-то привязки обязательно, чтобы действия романа происходили на улице Октябрьская или Зыбицкая или еще что-нибудь такое, да? Хотя не хочу ужасы писать. Но, в общем, я не знаю, наверное, человек, который задает этот вопрос, он знает, что нужно белорусу. Он знает какой-то, вот есть какой-то такой обобщенный белорус, кто это. Я не знаю, кто. Я знаю очень много моих друзей здесь, ради которых я постоянно приезжаю, они все очень разные. Кому-то интересно говорить. Кто-то говорит: слушай, вот ровно то, о чем вы говорите, давай только без книжек, без твоих, просто пошутим, сегодня выпьем, и не будем про все это грустно. И т.д. Кто-то говорит наоборот, там, расскажи. Кто-то интересуется Россией, кто-то совсем не интересуется Россией. Там, я повторюсь еще раз, можно знать, потому что там что-то не только в России происходит, там истории из Германии тоже. Можно не знать, можно интересоваться только тем, что происходит здесь, и не смотреть дальше там чего-нибудь. Каждый сам для себя решает. Я же никому не насильственно эту книгу не говорю, ты должен обязательно ее прочитать. Нет. Саша, вот, дарэчы, я ўспомніў, што калі я не памыляюся, гэтая кніга першапачаткова, і нават ты анансаваў, што она будзе называться «Тень открытых дверей». «Тень открытых дверей». Она так и будет называться в Германии, во Франции как раз, где вот на нее проданы права, она будет называться «Тень открытых дверей». Но когда мы начали думать про российское издание, чего-то мы с Пастернаком, с Борисом Натановичем долго про это говорили, и как-то решили в последний момент в России, она будет называться «Возвращение в Острог». Там как-то все в этом сходится, потому что там, еще раз, я не знаю, мне кажется, любой человек, который маломальски знаком с русским языком, он слышит в слове «Острог» не только название города, но и тюрьму сразу, потому что Острог — это, очевидно, тюрьма. И все возвращаются там в свои тюрьмы в этой истории, в разные тюрьмы, метафорически. И в этом смысле, мне кажется, что оно довольно точное. Поэтому
Ну и потом название, это не знаю, это вообще такое какое-то для меня третье. Назва вельмі такая добрая. Для нашага вот загалоўка анонса вельмі падышла. Вяртанне в Астрог, Саша Филипенко вяртаецца в Минск. Нет, вот вы все не слушайте, мне очень нравится возвращаться. И потом я не возвращаюсь в Минск все время. Ну, то есть, я не знаю, у меня нет ощущения, что я отсюда куда-то уехал. Я сейчас вышел из дома, добежал, до вас прыгнул в метро. Это все заняло какое-то очень быстро, все так приятно. Здесь все родное. Я здороваюсь, мне кажется, с каждым деревом, которого не видел там какое-то вот пару месяцев. Но у меня нет ощущения, что я прям вернулся из какого-то длинного путешествия. Просто сейчас, ну, правда, складывается так моя жизнь, что я там вчера был в Москве, позавчера в Петербурге, сегодня я здесь. Сейчас начинается Красный Крест, выходит на немецком языке, и будет очень-очень-очень много Германии, Швейцарии и Австрии. И, ну, просто такая какая-то жизнь, не знаю. Саша, хоць ты зараз больш як літаратар, пісьменнік, больш часу праводзіш у вандроўках і так. у архівах седзячы, тым не менш ты журналіст. Ты ўсё ж таки ведаеш, што адбываецца ў Расіі, ведаеш збольшага хаця б з навін, што адбываецца ў Беларусі, ну, можа, і з размовамі са сваімі сябрамі. Можна вот ўсё ж таки палітычнае такое пытанне? Конечно, да. Як ты вот ацэньваеш вот эту ситуацию з паглыбленнем інтэграцыі? Вот ты б хацеў, каб Беларусь глубоко интегрировалась в Россию? Я думаю, что здесь нужно разделять де юре и де факто. Мы говорим о том, что де юре мы независимы, де факто мы независимы. У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю. Я не знаю, почему президент нашей страны летит нападание куда-то в Сочи, договариваться о чем-то. Ну, условно, ситуация же вроде как выглядит так, что мы не договорились про нефть, и поэтому мы летим. От чего, если мы настолько независимая страна, то, о чем нам все время разговаривают, зачем нам так долго договариваться с Россией, почему мы не можем быстро договориться с кем-нибудь еще? Мне это непонятно. Я не понимаю уровень нашей независимости. Вот там обыкновенно в комментариях есть люди, которые все знают всегда. Они быстро рассказывают, как все на самом деле. Я общаюсь с разными медийными большими людьми, небольшими в России. Вчера мы обсуждали это с Демьяном Кудрявцевым, с тем же, как мы теперь выяснили, не владельцем газеты «Ведомости». Не знаю, у всех очень разные версии. Понятно, что для России сценарий сейчас таких крепких объятий Беларуси — это какой-то один из вариантов продолжения, как кажется, правления Владимира Владимировича Путина. Я, безусловно, против того, чтобы было какое-то объединение, потому что человек, который хочет как-то объединиться с Россией или пожить в России, он может сделать так, как я, взять, собрать вещи и поехать когда-то туда, или переехать. Или ребята в России, которые хотят дружить. Я не против того, чтобы между Минском и Москвой появился скоростной поезд Сапсан, который будет довозить не за 8 часов, а за 4. Мне кажется, вот это классно, это какая-то полезная штука, потому что у меня не совпадало вот время вчера. Я провел 8 часов в поезде, мне не хотелось их тратить, там хотелось быстрее все это сделать, а самолеты не стыковались у меня там как-то. Все. В этом смысле, конечно, нам нужно оставаться независимыми, и нет никакого другого варианта. То есть я вообще не понимаю, о чем мы. Независимая страна, и все. Республика Беларусь. У меня белорусский паспорт, на который я ни на что не хочу менять никогда, ни при каких условиях. И тут мне, правда, кажется, что совсем нечего обсуждать. Но я не знаю, насколько мы действительно независимы. Я не знаю, о чем сейчас нам не очень говорят. Ну, то есть, когда Александр Григорьевич Лукашенко очень много всего говорит, почему-то мы ему часто не верим. Но когда речь идет о независимости, все почему-то ему очень верят, и националисты, и либералы, и все кто угодно. И в этом смысле у меня, например, много вопросов. У меня, к сожалению, нет шансов их задать. Если бы там у меня была возможность поговорить об интервью и спросить, насколько вообще мы... Как все происходит на самом деле, да? Я этого не знаю. Мне очень интересно... Вот как, не веришь, что гарант незалежности Лукашенко? Ну, де юре, да. Но как происходит де-факто, я не знаю. Я не знаю, о чем мы не знаем, о чем сейчас договариваются. Я не думаю, что сейчас договариваются о нефти. Ну, то есть это могут решить другие люди. Не нужно для этого летать в Сочи, чтобы сейчас договориться про нефть. Я думаю, что решаются какие-то совершенно другие вопросы. И в этом смысле мне бы хотелось, чтобы нам рассказали, какие вопросы решаются. Это интересно. И правда, я не знаю, вы вот верите, что мы прям независимое государство, на которое никто не влияет?
Ну, все показывае на тое, што у пэўных пытаннях вельмі моцна залежныя. Ну, я просто не знаю, у меня нет ответа. Я не сказать, что я сильно погружен, прям сильно в политику, потому что мне там, безусловно, погружен, и, безусловно, меня что-то волнует, но мне кажется, не стыдно признаваться в том, что я чего-то не понимаю или не знаю. У меня вот... Я не очень понимаю, что происходит сейчас. Я слышу очень много разных версий того, что может быть дальше. Это какие-то и интересные, и приятные, и неприятные версии. Но что на самом деле происходит, я вот не могу дать ответ. Я вообще, знаете, больше про вопросы, чем про ответы. У меня все книжки, я все больше вопросы задаю, чем ответы даю. Я очень боюсь людей, которые знают всегда ответы. Вот нармальны журналісцкі падыход, задаваць пытанні, каб хтосьці на іх адказаў. Галоўнае, самая ж якасць гэта добра і правільна зададзенае пытанне. Мне кажется, да, потому что тогда человеку есть что на него ответить. Такім чынам, на жаль, наша сустрэча завяршаецца, і я яшчэ раз нагадаю, не факт, што вы сустрэнеце Сашу Філіпенка не факт, у честно, шляпе, не факт, да. у шляпе, як ён сказаў, Белэкспа на міжнароднай мінскай выставе кніжнай, але уже сёння о 19 гадзіне у галерэі У кароткая будзе аўтарская сустрэча, аўтографы, книги, все так. селфи, обдымки, поцелунки. Книги дешевле, чем где бы то ни было, потому что я захожу в Академкнигу и вообще не представляю, как мои книги продаются, потому что они такие дорогие. Я прямо, мне кажется, скоро начну бесплатно раздавать, потому что я в этом смысле не левак, но не могут книги так дорого стоить, столько, сколько они стоят в Академкниге. Я прямо, если нас кто-нибудь из Академкниги слушает сейчас, я призываю вас прямо взять себя в руки, а читатели сегодня прийти в галерею У и купить книги там в 2 раза дешевле. Дякую вялікім. Саша Філіпенка, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.